Исход выборов сугубо предсказуем. Ну, может быть, некоторые не ожидали, что Вячеслав Михайлович наберет такое большое количество голосов. Вот. Я также не отказываюсь от своих слов о том, что новая оппозиция в высшей степени востребована. И я также не отказываюсь от своих предположений о том, что голоса перебрасывались от меня представителям, ну, так называемой штатной оппозиции. Я не думаю, что Вячеславу Михайловичу нужно было нагонять этот самый рейтинг. Он у него и так хороший на всем протяжении его управления республикой. Он объясним этот рейтинг. Но власти, понимаете, нужна удобная позиция, связанная с ней материально, развращенная самой возможностью сотрудничества с властью. И для того, чтобы поддержать ее на плаву, тех людей, которые уже знакомы, которые прикормлены, которые абсолютно предсказуемы, голоса от меня и моих сторонников, а я шел на выборы не один, в составе достаточно широкой коалиции партий, не представленных пока что в Госсовете. Так вот, наши голоса просто-напросто были перераспределены между так называемыми оппозиционными партиями. Я буду очень рад, если Родина и партия пенсионеров будут поддерживать меня, или, так скажем, не меня, а саму идею создания новой оппозиции. В общем-то, я был бы очень счастлив, если бы наш политический союз в той или иной форме сохранился. Но я вполне понимаю о том, что политика – это вещь чрезвычайно динамичная, что и у Родины, и у партии пенсионеров могут быть свои политические планы. Но я не исключаю, я предполагаю, что так или иначе мы будем сотрудничать. Мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые меня поддержали, это и Рассохин, и Лозицкий, и депутаты Государственной Думы, которые приезжали сюда, ну, в общем-то, чтобы мы остались вместе в политическом союзе. В той или иной форме я участвовать, безусловно, буду. Потому что партия «Правое дело», ну, разумеется, при поддержке Родины и партии пенсионеров показала, я считаю, хороший результат. Я, по существу, действовал при минимуме материальных вложений и при минимуме поддержки с помощью других ресурсов каких-то. В общем-то, я считаю, что это успех, и этот успех нужно развивать. Выборы в Госсовет, а также и выборы в местные советы. Это по существу ключевые выборы для республики, для партий здесь находящихся. Поэтому и я лично, и политическая сила, которую я возглавляю, обязательно будем участвовать в этих выборах самым активным образом. Но для того, чтобы это участие было наиболее эффективным, нужно, конечно же, так сказать, провести не только регоцинировку политической поляны, но и, так сказать, посмотреть, какими силами мы будем располагать, кто нас будет поддерживать, где именно и так далее. В принципе, программы многих партий и многих депутатов, они, ну, имеют тенденцию, так сказать, к сближению. Но никто не выступает против, скажем, патриотизма, идеи патриотизма. Так? Никто не выступает против идеи сильного государства. Никто не выступает против демократических прав и свобод, против социального, высокого социального достатка и так далее и тому подобное. Но при всем при том, для избирателя имеет значение, кто именно значит, высказывая те или иные правильные идеи, насколько люди доверяют этому человеку. Поэтому вопрос личностей, он будет иметь большое значение. Ну, мы готовы к подобному повороту событий. Работа продвигается, значит, люди активно значит, участвуют в этом проекте. Мы занимаемся конкретными делами, например, помогаем людям решить проблемы, которые возникают в сфере ЖКХ, значит, в различных муниципалитетах. Дальше мы собираем информацию на депутатов, действующих депутатов Госсовета прежде всего, потому что с них наибольший спрос. Ну и, конечно же, мы будем готовы в самое ближайшее время некоторым из них, к тем, кому есть претензии у людей, предъявить эти претензии открыто и гласно. Дело в том, что, значит, вот тот же депутат Лядов, он представляет «Единую Россию»,
и он баллотировался в Госсовет от Ухты. Надо сказать, из всех 4 ухтинских представителей Госсовета, я имею в виду Лядова, я имею в виду Макаренко, Захарова, Величко, к нему наибольшие претензии, к Лядову наибольшие претензии. Поэтому, конечно же, пусть, если не он, то его партия ответит избирателям, не нам, избирателям, почему их депутат, ну, по существу, так сказать, ну, по мнению очень много, еще раз повторяю, избирателей, его избирателей, кстати, я сам живу на его округе, ну, сделал или мало, или ничтожно мало, или ничего не сделал. Мы не собираемся останавливаться, и те сигналы, которые мы получаем через «Честно онлайн» о каких-то недостатках в деятельности депутатов или в деятельности властей в том или ином муниципалитете, мы будем не только придавать гласности, но и будем всячески стараться помочь людям исправить эти недостатки. Нужно дать возможность депутатам, чиновникам исправить свои недостатки, ну, что называется, в рабочем порядке, без придания этому акту исправления какого-то общественного резонанса. Безусловно, готовность к решительному какому-то действию, возможно, даже и конфликту, ни в коем случае не нужно исключать из арсенала. Но использовать это средство нужно, на мой взгляд, и с точки зрения моих соратников, явно не в первую очередь. Поэтому пусть никто не расслабляется. В Академии государственной службы, значит, и в Ухтинском моем родном техническом университете, я, во-первых, так сказать, работаю в прекрасных коллективах. Люди, в общем-то, с пониманием, уж не знаю, с каким уровнем поддержки, но с пониманием относятся к моей общественно-политической деятельности. Я стараюсь, чтобы она была не в ущерб преподаванию. Ну и, в общем-то, вы знаете, для меня это большое счастье контактировать со студентами, с молодежью. Она у нас замечательная, она у нас свободная, она у нас пытливая, ищущая. И, понимаете, это для меня даже необходимо находиться в такой, в общем-то, эмансипированной, по-доброму, эмансипированной среде. То есть они не дают, ну, на мой взгляд, забронзоветь. Скажу так, здравый смысл возобладал. В общем-то, так сказать, все мы делаем одно дело, делить нам по большому счету нечего, так что пока вопрос актуальность утратил. Я ничего не исключаю в дальнейшем, все-таки политика предполагает, вернее, отождествление себя с оппозицией, предполагает, ну, некий административный прессинг с той или иной стороны. Пока, вот сегодня октябрь, конец октября, я с этим не сталкиваюсь, ну и хорошо. Но я готов к любым, так сказать, подаркам судьбы, которые не столько доставляют удовольствие, сколько доставляют возможность закалиться. Буквально сегодня была запись 2 очередных программ. Да, он возобновляется с той недели. И, вы знаете, хорошо то, что я не буду связан, ну, какими-то условностями, связанными с возможным участием в избирательной кампании. Это как бы предоставляет большую свободу. Более того, я хочу сказать, что мы сейчас всерьез говорим о том, с руководством ухтинского телевидения, чтобы некий телевизионный проект общественно-политической направленности, значит, запустить и на ухтинском телевидении. Более того, рабочее название этого проекта, очевидно, будет «Темонология». Я с подобной программой уже выступал. Вы знаете, я не могу сказать, что это название самое любимое название, которое я слышал. Но я был приятно удивлен тем, что люди как бы выступают за это самое название. Ну, в таком случае я ничего не имею против. То есть темонология, логия наука. Теман – это целый регион в нашей республике, то есть наука не иначе как о душе этого региона, ну, мне очень нравится. Нет, ну, я предположил, что со слов некоторых ухтинцев, это скорее Чикаго, вот, знаете, 20-30-х годов, так сказать, классический образ города, в котором правят гангстеры и так далее. Значит, последнее событие в Ухте. А это какие события?
То есть давайте определимся, какие события мы имеем в виду. Но я так полагаю, что имеется в виду в том числе и арест бывшего мэра Казарцева. Я так полагаю, что имеется в виду буквально вчерашнее событие, связанное с обыском в офисе программы «День». Я имею в виду то, что вообще, так сказать, по мнению некоторых людей, республика переживает некий всплеск активности правоохранителей. Некоторые говорят о 1937 году, но я считаю, что это несерьезно. Ни о каких политических репрессиях ни в Ухте, ни в республике, ни в России речи не идет. Так что параллели с 1937 годом, они не выдерживают никакой критики, и это несерьезно просто-напросто. Я все-таки исхожу из того, что уровень доверия к правоохранителям в нашем обществе достаточно высок. Если они предъявят какие-то реальные доказательства обоснованности своих обвинений тем или иным лицам, общественное мнение с этим смирится. Но я также исхожу из того, что, в общем-то, правоохранители могут заслуженно получать в свой адрес упреки или в непрофессионализме, или в его недостаточном профессионализме, в некой торопливости и так далее. То есть вот та инициатива, которая была оглашена Натальей Крутских в Общественной палате, когда она будет создавать некую общественную организацию, направленную на, во-первых, объединение усилий общества для борьбы с возможными нарушениями правоохранителей. И с этой программой она готова пойти в Госсовет. Вот эту инициативу я тоже поддерживаю. Почему? Потому что при всем уважении к правоохранителям, все-таки к сферам они прикасаются чрезвычайно тонким. И повышение общественного контроля над деятельностью правоохранителей не помешает. Не помешает. Поэтому я, безусловно, во-первых, очень серьезно отношусь к Наталье Анатольевне как к возможному кандидату в Госсовет. И, вы знаете, с огромным сочувствием отношусь к ее желанию создать некую структуру, которая бы защищала общество от возможных неправомерных действий правоохранителей. Поэтому я считаю, что в Ухте происходит не только оздоровление общественно-политического климата, но и какая-то консолидация гражданского общества. Это тоже, безусловно, отрадное явление. Так или иначе, но Ухта, как и вся республика, лежит ли, стоит ли, ползет ли, на верном пути.